Сегодня мы поговорим о важных изменениях в налоговом законодательстве Кыргызской Республики, которые касаются электронных счет-фактур и могут быть полезны для вашего бизнеса. Раньше у многих компаний возникали сложности с вычетами по налогу на прибыль, если у них не было электронного счета фактуры. Но теперь ситуация изменилась. В налоговый кодекс внесены поправки, которые позволяют использовать другие документы вместо электронного счета фактуры в определенных случаях. Итак, какие же сферы деятельности затронули эти изменения? Во-первых, это покупка сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, оплата банковских услуг. В-третьих, перевозка пассажиров, багажа и грузов. В-четвертых, покупка движимого и недвижимого имущества. И, наконец, в-пятых, аренда земли под базовые станции операторов связи. Давайте подробнее рассмотрим, какие документы можно использовать вместо электронных счет-фактур в каждой из этих сфер. Начнем с покупки сельскохозяйственной продукции, а также при передаче продукции в качестве давальческого сырья. В этом случае подойдут расходный кассовый ордер при наличной оплате или платежное поручение при безналичной оплате, а также накладная на сельскохозяйственную продукцию. В соответствии с порядком нужно выписать электронную счет-фактуру в свой адрес. При оплате банковских услуг можно использовать выписку со счета банка, а также квитанцию при наличной оплате или платежное поручение при безналичной оплате. Что касается оплаты услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов, то здесь действуют следующие правила для пассажиров: распечатанный электронный авиабилет и посадочный талон. Для багажа – багажная квитанция, а для груза – накладная. При расчетах по договору купли-продажи движимого и недвижимого имущества можно использовать расходный кассовый ордер при наличной оплате или платежное поручение при безналичной оплате. И, наконец, при выплатах по договору аренды земли под базовые станции операторов связи также можно использовать расходный кассовый ордер при наличной оплате или платежное поручение при безналичной оплате. Важно отметить, что эти положения вступили в силу с 1 апреля 2023 года и имеют обратную силу, то есть распространяются на предыдущие периоды. Однако, помните, за исключением указанных случаев, во всех остальных выписка электронного счета фактуры является обязательной.